Чеченский государственный университет в городе Грозном – образец классического университета, основанный в далеком 1938 году. Сейчас он ежегодно выпускает около 15 тысяч специалистов на разных факультетах. Высококвалифицированные преподаватели помогают студентам овладеть профессиональными знаниями на высоком уровне. Для студентов созданы все необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои индивидуальные способности. Среди них технопарк, целью которого является подготовка инициативных специалистов, студентов, аспирантов для работы в предпринимательской сфере. Есть также и бизнес-инкубатор, где резидентам предлагают рабочее место и возможность участия в научно-практических конференциях. Также есть и научно-инновационный блок. В нем интегрировано 3 научно-исследовательские лаборатории, где студенты могут реализовать свои идеи и замыслы, которые у них есть в сфере биологии, медицины и экологического мониторинга. Возрожден старейший в республике ботанический сад. На территории университета есть бассейн и спортзал. И уже не верится, что буквально недавно наши дети были лишены возможности получать качественное образование из-за 2 военных кампаний. Все было разрушено, но несмотря на трудности, все же они учились. И поэтому мы должны помнить прошлое, стараться беречь все то, что есть, и понимать, что обязаны достичь большего. Если провести сравнительный анализ прошлых лет журналистов нашей кафедры, естественно, есть большая разница. В свое время я тоже заканчивала кафедру журналистики и была одной из студенток со 2-м потоком, которая поступала. На тот момент это был очень сложный период. Сложный период, потому что республика находилась в непонятном состоянии в политическом плане. Политическая нестабильность республики, митинги на улицах. Очень сложно было действительно нам учиться, потому что иной раз боялись даже проходить по тем площадям, и надо было дойти все-таки до университета и проходить эти площади, где определялся выбор нашей республики. Каждый из факультетов и институтов индивидуален по-своему, но все-таки самым творческим, на первый взгляд, мне показался Институт чеченской и общей филологии. Наш институт, он в прошлом был филологический факультет, ныне Институт чеченской общей филологии, существует уже 4 года. Это один из старейших факультетов, теперь он уже называется институтом нашего университета. И вообще классический университет не может быть называться полноценным университетом, если отсутствует филологический факультет. У нас в институте готовятся специалисты по 6 специальностям. В целом у нас очень работоспособный, профессионально подготовленный коллектив. Всеми кафедрами руководят кандидаты, доктора наук. Наши филологи пользуются признанием не только в республике, не только в России, но в целом и в мире. Знают наших ученых, их достижения. Я хотел бы назвать имена профессоров Халидова Мусу Идрисовича, Авхадова Мусу Румановича, Тимаева Вахжахаевича и других, которые, в общем-то, формируют славу филологической науки в нашей республике. Если говорить о том, чем мы занимаемся сегодня, образовательное учреждение снизу до верху реализовывает концепцию главы республики по духовно-нравственному воспитанию. Это мы в своей работе считаем
одним из приоритетов. В этом направлении ведется большая работа совместно с муфтиятом, совместно с ректоратом, с деятелями культуры, искусства, известными писателями, поэтами, с родительской общественностью. Ведется большая работа разъяснительная, формируем здоровый образ жизни у наших студентов. Сегодня не каждый вуз, не каждое учебное заведение может похвастаться даже на Северном Кавказе с такими условиями, какие созданы в нашем университете. Часто говорят, что нынешняя молодежь не такая, мы были другими. Нет, нынешняя молодежь не может быть такой, какими были мы. Сегодняшняя молодежь, она более продвинутая, скажем так, более амбициозная. Они обладают широким спектром знаний. И если наше поколение, оно кровью и потом пробивали себе дорогу в жизнь, сегодня и родители, и республика, и правительство, и университет создает инкубаторские условия. Только учись, только твори, только работай над собой. Мои студенты, я могу говорить о студентах Института чеченской общей филологии, у нас команда, у нас единый целый организм. И я думаю, эти ребята никогда не подведут ни меня, ни наш институт, ни наш университет, ни нашу республику. Потому что они знают и понимают, мы в них и вкладываем, что они не только студенты университета, что они чеченцы, что они мусульмане, что они должны быть патриотами и своего университета, и своей республики, и своей страны. Здесь учится молодежь разных специальностей. Каждый из молодых людей выбирал то, к чему у него был интерес и способности. Это будущие филологи, на которых лежит важная миссия – сохранить и развивать чеченскую письменность в будущем. С другими в ближайшем будущем мы сможем поделиться своими проблемами, и которые помогут разобраться в сложных ситуациях жизни. Третьи не дадут забыть нам культуру нашего народа и его историю. Четвертые будут держать нас в курсе самых свежих новостей. Это, как вы уже, наверное, догадались, мои будущие коллеги-журналисты. Современная молодежь очень активна. И столько энергии, столько идей новых. Я не успеваю на одной паре выслушать одно, прийти к чему-то, как говорится, консенсусу в конечном итоге. Как уже на следующей паре я слышу от студентов уже новые идеи, хочется действительно их воплотить. Наши студенты работают как будущие журналисты, как ведущие телеэкрана. Здесь они проходят азы журналистского мастерства телеведущего. И, соответственно, мимика, жесты, отработать речевой аппарат, читать очень много скороговорок. Вот все это компоненты будущего телеведущего. Каждый из студентов уже имеет четкое понимание того, в какой сфере журналистики он будет работать. Есть желающие работать на радио, а есть и те, которые хотят стать только телевизионными журналистами. Марьям учится на первом курсе факультета журналистики и является активисткой клуба «Ахмат». Она полна позитивной, творческой энергии. О ее внутреннем душевном потенциале говорит то, что уже с раннего возраста она пишет стихи. Я выбрала профессию журналиста, наверное, скорее всего, потому что я именно в этом чувствовала свое признание. У нас есть такая газета «Наша школа». Еще будучи в школе, я в ней публиковала стихи, статьи. И решила продолжить эту деятельность, так как это было очень занимательно и интересно. Пишу я с раннего возраста, это с 3 класса. В то время были только задатки, ничего похожего на стихи, ни рифмы, ни соблюдение размера. Но внушила мне уверенность в себя моя первая учительница Эхаева Раиса Магдановна, и благодаря ей я продолжила писать стихи, после чего начала их читать то на мероприятиях в школе, потом на районных, на городских, на республиканских. И это принесло, мне сказать, большую пользу в моей жизни. В будущем издать сборник стихов. Надеюсь, вам понравится, у меня эта мечта осуществится. Мое самое любимое стихотворение, оно было написано моей подруге. Еще будучи в 7 классе, я его написала. Она уехала с нашей школы, у нее не было отца, и в 7 классе у нее умерла мама. И после этого я ей написала это стихотворение. Полностью читать не буду, оно большое, зачту только последние несколько строчек.
Вот. Жизнь – течение поколений, мы – попутчики времен. Люди, как былого тени, жизнь оставят словно сон. Подрастут за нами дети, так подружатся, как мы, и загадками на свете увлекутся их умы. Но итогом, главным в этом, станет наш по жизни след, хоть душой не согрета ты на сотню долгих лет. Совсем еще юная студентка Марям имеет твердое желание стать телеведущей. Но она не одна. Ее однокурсник Иса также видит себя ведущим различных передач. Цель стать журналистом у него появилась еще в раннем возрасте, когда он подражал известным нашим дикторам. В кабинете, где у них проходят практические занятия, мне предоставилась возможность немного побеседовать с этими ребятами, и надо признать, что впечатление они оставили самое приятное. Первый курс учебы всего лишь начало сложного пути к знаниям, но некоторые уже почти прошли его. Студенты 4-го курса Седа и Адам достигли хороших результатов в учебе и общественной деятельности. Еще на 1-м курсе я попала в информационный отдел, в пресс-службу тогда еще патриотического клуба «Рамзан». И для меня это был колоссальный опыт, потому что там нужно было писать материалы о мероприятиях, которые они делали, и тогда мне для этого нужно было часа полтора. Мы там пробыли несколько месяцев, и могу сказать, что я набралась колоссального опыта, потому что я сейчас, например, уже могу написать любую заметку о любом мероприятии за 15 минут. Сейчас я являюсь начальником пресс-службы Гродненской молодежной палаты при Совете депутатов города Грозного. Поэтому в основном весь мой досуг связан именно с этой палатой. Сегодня недостаточно студенту просто предъявить работодателю красный диплом, потому что новое время, новые требования. Руководители требуют не только диплома, но определенных знаний, определенных навыков. Очень тяжелый, и скажу честно вам, как бы меня это ни напрягало, а действительно это сильно напрягает, мне это нравится на самом деле. Сразу сложно ответить на этот вопрос, почему я выбрал журналистику. Я где-то с 7 класса более-менее увлекался этой профессией, мне очень нравилась работа корреспондентов, работа журналистов, и в общем меня как-то потянуло к этой профессии, и я решил, что в конце своей учебы в школе я буду заниматься именно этой профессией. Потом случилось так, что удачно совпало так, что я сумел поступить по специальности журналистика. В общем, работа журналиста меня как-то с самого детства, с самого начала привлекала. И я уже на данный момент я не представляю себя в другой профессии. На 4-м нашем курсе учатся студенты, которые уже нашли себя в своей профессии. То есть это люди, которые уже активно привлекаются в редакции разнообразных газет, в редакции телевидения, радио. И, в общем, у нас так получилось, что активная группа у нас собралась на нашем курсе. Самую главную роль имеет жизненная позиция. То есть человек должен поставить перед собой цель, чего он хочет добиться в будущем. У них есть своя страница в газете «Грозненский рабочий», где они публикуют свои статьи. И главным редактором является Седа, а Адам помогает ей. Идея создания своей газеты появилась давно на самом деле. И, наконец, благодаря, наверное, нашему упорству студентов филфака, и благодаря, конечно, Алиме Абдулаевичу, который предоставил нам одну полосу в Гродненском рабочем, наша газета все-таки вышла в свет, и создавали мы ее так, чтобы у каждого студента была возможность печатать свои какие-то творческие работы. Это могут быть стихи, эссе, рассказы, краткие, естественно. И в то же время мы хотели, чтобы каждый студент на страницах этой газеты мог отражать свое мнение, прежде всего, свое мнение, свое видение, свои идеи, может быть, на различные проблемы, потому что у молодежи проблем тоже очень много, хоть и говорят, что молодежь — это такие люди, у которых нет никаких проблем, на самом деле проблем много. Их интересные статьи увидели свет уже в 5 выпусках газеты. Они очень любят и ценят свою профессию. В тот день я имела возможность пообщаться со многими молодыми людьми разных специальностей и получила и опыт, и позитив.
Поняла, что основная часть нашей молодежи перспективная, целеустремленная и развитая во всех направлениях. Ну а самое главное для любой категории людей – это соблюдение всех канонов религии. И сегодня мы видим, что наша молодежь на верном и правильном пути. Ну а светлое будущее наших детей зависит от того, каким мы воспитаем сегодня подрастающее поколение. И да поможет нам в этом Всевышний Аллах.